Вот так тепло студенты Абхазского государственного университета встретили российского политического деятеля, почетного гражданина Республики Абхазия Сергея Бабурина. Ведь Сергей Николаевич был одним из тех, кто в сложные для нашей страны времена громко говорил о проблемах абхазского народа. До сих пор помню истеричную такую даму, Астемирова, потому что только-только начинаем говорить, она кричит там через небольшой зал, но зал. Я помню, господин Бабурин, как Арзенба размахивал вашей телеграммой в поддержку Абхазии. Я говорю, ну и что? Правильная телеграмма. Она была, если б я в то время... А я не знал, что, оказывается, эти две мои телеграммы Владислав использовал в Абхазии для того, чтобы Верховный Совет угомонить немножко, вот грузинскую часть. А вторую я отправил Шеварднадзе в Тбилиси. Причем я был просто депутат. И представляете, Шеварднадзе получает телеграмму за подписью депутата Бабурина, где, а я уже получил сообщение, это была весна 92-го, что танки грузинские уже на границе и подготовлено вторжение. И я ему направил, не мудрство лукаво. Господин Шеварднадзе, требую немедленно пресечь попытки пересечения войсками Грузии границы Абхазии, не допустить агрессии против Абхазии, в противном случае Россия оставляет за собой право применить все необходимые для этого способы. Конечно, если говорить юридически, какой-то депутат не имел права так писать. Я не мог от имени России. И Шеварднадзе настолько попал в столбняк, что дал команду остановить танки и собрал закрытое заседание Госсовета с вопросом, а что стоит за телеграммой Бабурина? Какие там вот кто? Вот. И, ну и слава богу, все-таки и до личной встречи с Ельциным уже в августе, 22 июня, когда Ельцин ему дал карт-бланш на агрессию и сказал, что мы, депутаты российские, его не найдем в течение 3 дней, и он выдержал. 3 дня мы нигде не смогли президента найти. Политик вспомнил и тяжелые переговоры с Шеварднадзе, в ходе которых выяснилось, что Грузия не собирается выводить свои войска с территории Абхазии и разрешать конфликт мирным путем. Мы едем на переговоры. Нас ведут навстречу сразу к Шеварднадзе. Садимся. Ну, я сел сбоку, поскольку состав официальной делегации был доведен из Москвы, а я как бы примкнувший. И вот каждый высказывает, Шеварднадзе тот что-то говорит, не то, не сё, возражает. Доходит до меня, я говорю, Эдуард Амбросович, я хочу вам сказать, как он взорвался, господин Бабурин, да я знаю вашу точку зрения, я знаю что-то... Все на него смотрят, потому что, ну, что это вдруг такой вопль, такое все. Я говорю, ну, Эдуард Амбросович, если вам все известно, если вы не хотите ничего выслушать, тогда я не вижу смысла здесь нам дальше оставаться. Начинаю вставать, за мной встают все остальные. Беседа со студентами и преподавателями АГУ проходила в теплой дружеской атмосфере. Ректор университета Олег Огварамия вспомнил, как Сергей Бабурин на различных площадках при любой возможности пытался рассказать о кровопролитии на абхазской земле. Мы стоим с Владиславом Григорьевичем и так далее, обсуждаем. В это время подходит Сергей Николаевич, говорит, так, дайте... У кого кейс какой-нибудь и так далее. А я только-только купил новенький. Я говорю, вот у меня здесь книги, убери эти книги. Забрал у меня, пошел, а там была выставка. Какими запрещенными средствами бомбят Сухум и вообще всю Абхазию. Да. И вот это в моем новом кейсе. Пошел Сергей Николаевич и всему миру демонстрирует, смотрите, что делает Грузия, чем она занимается и прочее. Рассказать об Абхазии с трибуны Совета Европы Сергею Бабурину удалось в конце 1992 года на первой сессии. Для многих европейских депутатов это стало новостью. Я думаю, абхазы, как никто, знает, что такое неопределенность. Столько лет блокады против Абхазии было. В рамках общения Сергей Бабурин затронул тему развала Советского Союза, после чего произошло немало войн. Говорил и о пандемии коронавируса. Для чего, как вы думаете, была пандемия в 2020 году?
Конечно, это был способ экспериментальный сократить численность человечества. Потому что западные эксперты давно сказали, нас слишком много, из 7 миллиардов нужно, чтобы на Земле осталось меньше 1. Если раньше еще речь шла об 1 золотом миллиарде, сейчас речь идет о 500 миллионах по их новым расчетам. Все остальные должны исчезнуть с лица Земли. Упомянул Сергей Николаевич и сегодняшнюю тяжелую ситуацию в мире. Политолог подчеркнул, что события, которые сейчас происходят, это испытание для всего человечества и переломный момент для цивилизации. Потеря морали и ценностей – все это прививается людям различными способами. В человеке нет человечности. Это и можно назвать концом света, говорит политик. Человечество может погибнуть без всякой ядерной войны. По 2 причинам. Первая причина – утратив человека, в человеке утрачивается человеческое. Происходит деградация общества духовно-нравственная. Когда вслед за отречением от Бога, Бога взяли и убрали из центра системы нравственных координат, поставили туда человека. Говорят, вот человек – все, человек – мера всех вещей, древности еще. Но извините, это привело к тому, что эгоизм человека стал превыше всего. Даже в нашей Конституции записано, что высшая ценность одна – права и свобода человека. И бесполезно было тому же Всемирному Русскому Народному Собору в 2006 году обращать внимание властей, общественности, что есть ценности, которые не ниже прав человека. Это вера, отечество, нравственность, святыни, которые не могут принесены быть в жертву человеческим эгоистическим стремлениям. За заслуги перед Абхазией Сергей Бабурин награжден орденом Ахзапша 2 и 3 степеней. Сергей Николаевич также почетный гражданин Республики Абхазия и является иностранным членом АНА. Гугут Савардания, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.